Указ президента об исполняющем обязанности главы Республики Северная Осетия-Алания сразу оказался в топе самых популярных новостей. Журналисты различных изданий соревнуются в креативности заголовков. Газета «Коммерсант» уверена, что Таймураз Мамсуров отпрашивается с поста. В свою очередь портал «Кавказский эксперт» пишет о вылете Таймураза Мамсурова. И это только в первый день указа. Хотя ничего необычного не произошло. Президент действует в рамках закона. Сам уже экс-руководитель республики покидает свой пост согласно Конституции и считает, что 10 лет для него достаточно. Наша Конституция написана совершенно четко. А теперь, вы знаете, и федеральный законодатель пришел к выводу описать у всех субъектов эти ограничения. 2 срока. 10 лет вполне достаточно. 10 лет назад республика была одной, сегодня она другая. Новая республика, новые люди должны руководить. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Тамерлан Кимович Агузаров до 13 сентября. Как вы знаете, он будет исполнять обязанности. 13 сентября парламент примет решение по тем кандидатурам, которые будут представлены президентом. Таймураз Мамсуров возглавил Северную Осетию в 2005 году, сменив Александра Засохова. Те времена для республики оказались самыми тяжелыми. Годом ранее в захваченной террористами Бесланской школе оказались его дети, сын и дочь. На предложение помочь их освобождению Мамсуров отвечает категорическим отказом, чем удивляет даже видавших виды силовиков. Дети получили тяжелые ранения, но, к счастью, остались живы. Я все время был с ними, я один из них был. И сейчас так. Это же, вполне объяснимое. Странно было бы какое-то другое поведение. Даже не представляю себе какое-то камерное поведение, какие-то там логически выстроенные рассуждения. Весь мир узнал, что его дочь и сын находятся тоже в Бесланской школе. Ему предлагали вывести детей. Но он отказался, потому что другие сотни детей находились там, в этой школе. Это тоже мужественный поступок, который, наверное, характеризует человека. Вот об этом ваша коллега, была Светлана Сорокина такая, наверное, знаете, да, на ГТРК. Вот она давала интервью когда-то и привела в пример это и сказала, что у меня есть ребенок, но я бы, наверное, так не поступила, как Мамсуров. Еще одно испытание на прочность Мамсуров прошел в 2008 году. В те дни, когда мир праздновал открытие Олимпиады в Пекине, Грузия вероломно обрушила на Южную Осетию всю свою военную мощь. Таймураз Мамсуров был в числе тех, кто бросился на помощь братскому народу. Эти кадры тогда показали все телеканалы. Селение Джава, встреча с президентом тогда еще не признанной Южной Осетии. Автоколонна, в которой находился Мамсуров, подверглась даже бомбардировкам грузинской авиации. Но никто не отвернулся от пылающей в огне республики. В те годы Северная Осетия приняла сотни беженцев. Большинство из них так и остались жить здесь. Сейчас Таймураз Мамсуров – полномочный представитель президента в Южной Осетии. Самые тяжелые времена для нашего народа, для нашей республики, то есть в августе 2008 года, 8 августа уже утром он находился здесь, в Южной Осетии, и поддержал своих соплеменников, поддержал и руководство республики своим приездом, своим пребыванием здесь. И это о многом говорит. И я вам скажу, что его авторитет в несколько раз повысился здесь. И с тех пор, конечно, к Таймуразу Дзамбековичу такое теплое отношение от юго-осетинского народа. Все 10 лет, что Мамсуров находился у власти, характеризуются экономической стабильностью и межнациональным согласием. Последствиям конфликта 1992 года, который временами пытались раздуть различные провокаторы и заезжие наставники, руководитель республики уделял самое пристальное внимание. При Мамсурове взаимные обвинения исчерпали себя, налажен двусторонний диалог, расширяются экономические, социально-бытовые и культурные связи. В 2009 году был подписан указ. Даже не указ, а программа была подписана между двумя республиками, Республикой Северная Осетия-Алания и Республикой Ингушетия, план совместных мероприятий. После подписания этого документа, конечно, взаимоотношения между двумя республиками существенно улучшились.
Чем будет заниматься Таймураз Мамсуров, еще неизвестно. Повторно претендовать на пост главы Северной Осетии он не будет, о чем многократно заявлял и сам. Эксперты уверены лишь в одном – Мамсуров вряд ли навсегда покинет политику. Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ.